Тема программы сегодня «Уроки отдыха». Их уроков будет несколько. Ну, а какой урок без учителя? Таким условным, конечно, учителем сегодня будет Елена Ряднова, руководитель турфирмы. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Вы не против побыть сегодня учителем? Ну, хотя бы Нет, условно. конечно. Давайте попробуем. Попробуем. Давайте. Итак, Елена, с вашего позволения начнем с урока под названием «Должник». Это случилось несколько дней назад. Сыктывкарец, его двухлетний ребенок и беременная жена не смогли отдохнуть в Турции, потому что из списка должников его попросту не убрали. В результате потеря нервов, здоровья и немалой суммы денег за путевку. Сыктывкарец показал нам все документы, но при условии, что его и его семью мы показывать не будем. Подробности в материале Виктории Палкиной. К этому отпуску сыктывкарская семья готовилась серьезно. Долго выбирали отель, решили не экономить, взяли кредит. Из столицы Коми в солнечную Турцию самолет их должен был увезти в 3 часа 30 минут ночи. Эту сентябрьскую ночь сыктывкарцы будут вспоминать еще долго. Вот эти 3 посадочных билета сыктывкарской семье так и не пригодились. После регистрации уже на таможенном контроле главе семейства сообщили, выехать за границу он не может из-за долгов. Отправлять на отдых беременную жену с ребенком он не рискнул. Как-никак путевку покупали на всю семью. На руках у нашего героя был документ от судебных приставов, где было точно указано: все запреты сняты, долги погашены. Но эта бумажка не сыграла своей роли. В банке данных сыктывкарец значился как должник. Получить комментарий от судебных приставов нам не удалось. В управлении сослались на отсутствие руководства. Отпускной период-то еще продолжается. Взяли паузу до понедельника. К этому времени наша съемочная группа надеется получить официальную позицию основной стороны этого летнего конфликта. Несостоявшийся отпуск обошелся сыктывкарцам почти в 134 тысячи рублей. Там в Турции их ждал 5-звездочный отель, теплое море, а главное – долгожданный отдых. После большого перерыва семья наконец-то решилась выехать. Первый ребенок подрос, срок беременности пока не мешает перелетам. Уже следующим летом собраться всем вместе с грудничком на руках будет сложнее, переживает глава семейства. Сейчас сыктывкарцы ждут окончания служебной проверки. В турфирме заверили, часть стоимости путевки все же удастся вернуть. А потому семья решила взять очередной кредит и все же улететь в свою долгожданную Турцию. На этот раз вылет из Сыктывкара назначен на 14 октября. Вот такая вот грустная история. Наверняка таких немало, ведь чартерных рейсов Сыктывкар-Анталия в этом году аж 118. Звоните к нам в студию 46 90 60. Нам очень жаль, искренне жаль, что уважаемая нами служба судебных приставов отказала в комментарии. Нашим зрителям интересно знать, что сделано, ну хотя бы, что сделано не так, хотя бы в интересах профилактики, да, было бы интересно. Елена, были ли такие случаи в вашей практике и что, как вы решали проблему? Слава богу, в моей практике таких случаев не было. В практике ваших клиентов? В практике наших клиентов, в практике нашего турагентства. Очень жаль, что случилась такая ситуация. Очень интересно, как повело себя турагентство, которое продало этот тур, и какие дальнейшие действия оно предпринимало. По сути, можно было бы сделать таким образом. Да? Заканчивается предполагаемый тур. Турагентство подает туроператору на минимизацию, то есть на возврат денежных средств. Что это означает? Если билеты обратные уже в данном случае, да, у туриста, у его жены, у его ребенка были проданы, то эти денежные средства можно вернуть. И, соответственно, если отель тоже продал место проживания вот в этом отеле, да, вы понимаете, о чем я говорю? Конечно, для этой семьи. Для этой семьи, то, соответственно, эти денежки тоже можно вернуть. Ну, а дальше, наверное, надо идти в суд и обращаться именно к... В случае, если иначе невозможно будет решить вопрос. Ну, как сообщила Виктория Палкина, то, насколько я понимаю, то турфирма каким-то образом компенсирует. Может быть, таким образом, который вы назвали. Именно таким образом, скорее всего, и пойдет. Но, к слову говоря, я процитирую, вот агентству Коминформ представитель службы судебных приставов сообщил. При планировании выезда за границу гражданин должен уведомить, тот самый должник, судебного пристава, исполнителя об оплате своих долгов, предъявив документ, подтверждающий факт оплаты, а также на официальном сайте службы по Коми проверить данные о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации. Но ведь в данном случае постановление это было на руках. То есть человек, когда его вносят в этот список должников, он сразу появляется. Тут он заплатил, документ есть, все равно фамилия в списках осталась, и, значит, документ показал, и этого еще мало, надо еще там посмотреть и там посмотреть. Ну,
Геннадий, я знаете, что в этих случаях говорю? Здесь лучше не думать, потому что когда начинаешь думать, анализировать, взрыв что мозга делать просто тогда? происходит. Нужно делать, как прописано. Нужно собрать пакет документов оплаченных, отнести приставу, отнеси. Сделай все по букве закона, и тогда вроде бы как все должно быть хорошо. Я думаю, что вот так. Понятно. Тогда вот если вот подводить урок, какой-то урок по вывод какой-то по нашему первому уроку, вывод по первому уроку под названием «Должник». Какой вывод? Ой, прежде всего, конечно, надо понимать, что твои долги не должны превышать в общей сумме 10 тысяч рублей. Да, по закону именно так. По закону именно так. В октябре, скорее всего, в октябре эта сумма должна увеличиться до 30 тысяч рублей, но не ранее, да? Вот. И, естественно, все вовремя оплачивать, и вовремя предоставлять документы судебным приставам. В соответствии с действующим законом. С действующим законом, да. Я очень надеюсь, кстати говоря, что служебная проверка в службе пристава пройдет объективно и будет найдено решение, которое позволит избежать подобной ситуации. В конце концов, современные технологии позволяют быстро внести фамилию человека в список должников и также быстро удалить ее при оплате долга. Собственно, так и должно быть. Оплатил долг, фамилия исчезает. Спасибо за то, что делал. У нас есть звонок. Давайте его примем. Мы слушаем вас. Вечер добрый. Алло. Да, здравствуйте. Мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Оксана Пельмегова. Оксана, Я смотрю пожалуйста. ваш эфир, и у меня есть к вам вопрос. Пожалуйста. Если случилась такая ситуация, и человек невиновен, но вот нет у него долгов, турфирма должна возвратить ему деньги? Или, может, это страховой случай? Понятно. Возвращает ли ему турфирма деньги? Ну вот нет у него долгов, он гражданин невиновен. Вы уже, по-моему, объяснили, да, что можно минимизировать. Мы эту тему уже прошли. Минимизировать будет туроператор, потому что надо понимать, что туроператор и турагент – это разные вещи. Турагент отвечает только в рамках своей денежной компенсации, которую получает от туроператора. Да? Соответственно, все денежные средства, которые были получены нами от туриста, они были отправлены туроператору. Где же мы их возьмем? Получается, если к этому времени не продали ни места его, ничего, то в этом случае можно вообще денег никаких не получить. Это произошло в день. Идти в суд. Идти в суд. И еще второй момент, второй вопрос, который задала наша телезрительница, а это является страховым случаем? Вот вас не пустили, значит, в пограничная служба не пустила, потому что вы должны... Это не страховой случай. А в договоре прописано, Это даже не что расширенный если тебя страховой. не пускают по твоей вине, например, то ты не... Да, все эти пункты нужно тебе не очень возвращается. внимательно читать договор, который вы подписываете с турагентом. Понятно. То есть в договоре должно быть такой случай прописан, Естественно, тогда да. будет выплата. Спасибо большое, спасибо за вопрос. Перейдем к следующему уроку отдыха 2017. Назовем этот урок «Теракт». Итак, 17 августа в испанской Барселоне автомобиль с террористом за рулем выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате 13 человек погибли и более 100 получили ранения. Перед вами кадры из этого города, который, кстати говоря, пользуется очень большой популярностью у всех туристов мира, в том числе и наших туристов. Должен вам сказать, что супруги Жакова из Сыктывкара находились в эти минуты практически рядом с местом трагедии. Вот что рассказал нам турист Евгений Жаков. Мы пришли на пляж, и нам сразу же пришло оповещение. До пляжа идти с того места где-то минут 30-40. Мы по пути медленно шли, поэтому где-то час забирались оттуда. Вот, пришло оповещение, мы прочитали. Сначала вроде как не было данных о том, что будут большие жертвы. После того, как уже где-то прошло полчасика-час, залетали вертолеты, очень много людей ушло сразу же с пляжа. И потом, насколько я понял, насколько я смог перевести, было объявление о том, что пляж закрыт, и лучше добираться до дома не на общественном транспорте, а пешком, минуя общественные большие такие улицы. Ну, мы не видели прям много туристов, которые стремились из города. Хотя, наверное, как мы могли их увидеть? Мы не ходили по этим трассам. Но вот наоборот, скорее, люди потянулись к центру. Там была акция, называлась «Мы не боимся». И то есть все туда куда-то стремились. В следующее утро был небольшой митинг на центральной площади. И потом люди возлагали цветы. Мы тоже пришли туда. Там было очень много прессы и очень много людей, наоборот, потянулось к месту происшествия, чем пыталась убежать от него. Вот у людей вызвало это интерес, да, и люди, в общем-то, туда стремились, но при этом опасность была достаточно велика, потому что теракты, затем еще 2 теракта произошло на территории Испании, и там тоже находились туристы. А вы предупреждаете туристов, если в стране пребывания есть угроза террора? Накануне, вот когда покупают у вас путевки, вот какую-то страну выбрали, невероятную какую-нибудь там,
какую-то экзотическую очень, а там есть проблемы. Об этом должен предупреждать МИД. То есть мы можем только донести уже готовую информацию свыше. То есть у нас есть Роспотребнадзор, есть МИД, есть туроператор, который продает или не продает тур в данную страну. Кстати, про Испанию я бы хотела бы сказать конкретно про своего любимого туриста. Мы долго готовились к Испании, мы сделали визу, мы купили билеты отдельно, мы отдельно забронировали тур. У нас была такая та самая комбинашка, да, как вот вы говорили накануне. Случился теракт. Все готово, через неделю лететь. Ну а что? Туристка полетела. Полетела на свой страх и риск, представляя, что может быть в дальнейшем. Вы не можете ее остановить, ведь правильно? Я не могу ее остановить, Оплачено все. но здесь на самом деле вопрос денег, потому что билеты-то куплены невозвратные. То есть мы же экономили, соответственно, никто нам деньги за билеты не вернет. Вы предупредили, вы прочитали сообщение МИДа, вы предупредили, Иван Иванович, вот не стоит туда ехать, потому что он настаивает, он любит экзотику, он любит экстрим, что, может быть, стреляли, взрывали, бог его знает, бывают странные люди. Что тогда делать? Вот, а вдруг что-то произошло? Вы как-то будете отвечать в этой ситуации? Ну, смотрите, алгоритм действия совсем другой. То есть человек понимает, что в этой стране, возможно, будет как-то неспокойно. Да. Да? Он боится туда ехать. Каким образом он купил тур туда? Он купил тур готовый, или он конечно. купил отдельно билеты и отдельно отель? Когда он покупает отдельно билеты и отдельно отель можно убрать, и денежка тебе вернется, а билеты, как правило, они невозвратные. Что касаемо туров, например, я еду в какую-то страну, купил уже готовый турпродукт от нашего туроператора, Да. и есть рекомендация, не запрет, но рекомендация. По той или иной причине в эту страну не ездить. Воздержаться от поездок. Воздержаться от поездок. В этом случае, как это ни печально, туроператоры не возвращают всю стоимость тура, если турист тур аннулировал. Она возвращается только, если турист подает в суд. Понятно. То есть есть фактически понесенные затраты, и в рамках нашего договора с ними они будут удерживаться. Если ситуация такова, вот турфирма возмещает вообще поездки, если возмещает ли потери, если поездка прервалась? Страховка здесь действует на такую ситуацию? Поездка прервалась. Вот был турист Жаков, да, ну, предложим, они решили раньше ехать, просто испугавшись. А приезжают в турфирму, они говорят: ребят, это было ваше желание. Нужно очень внимательно читать условия страхования. Я не могу вот в этой области вам подсказать, да, потому что, возможно, есть такой способ страхования. Я с ним не знакома, не знаю. Обычно ту страховку, которую мы предлагаем своим туристам, это обычная медицинская страховка. Страховка от невыезда – это уже за дополнительные деньги. Если вывозит МИД, мы знаем, вот была ситуация после теракта в Египте, когда вывозили в огромном количестве наших туристов оттуда, прямо самолетами вывозили в течение короткого времени, турфирма возмещает неиспользованные дни? В этом случае, со мной был такой случай, вернее, не со мной, с моими туристами, естественно, да. Огромное количество людей отказались от туров. Туроператор, в данном случае это был Пегас Туристик, он компенсировал всю сумму, туристы отказались. Но были такие туристы, которые в этот же самолет сели, купили тур за 3 копейки и улетели на этом самолете в опасную страну. Причем в аэропорту они писали, да, был такой случай, в аэропорту они писали все расписки, что мы понимаем, куда мы летим. И вся ответственность на нас. И вся ответственность на нас. Что произошло дальше? Я как сейчас помню, этот тур был продан на 10 или 12 дней, Так. но по факту наше правительство решило, что туристов нужно в срочном порядке вывозить, и через 4 дня их всех вывезли. Вот так. Такое бывает. У нас есть звонок. Давайте примем его. Здравствуйте, мы слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Антонина, я живу в Воркуте. Вот смотрю ваш эфир и хотелось бы разъяснить один момент. Если говоря о терактах, мы говорим не об угрозе, а уже о свершившемся акте террористическом. А я турист, я в незнакомой стране, загораю на пляже, и понятное дело, что мне захочется срочно оттуда уехать. Вот куда мне и к кому бежать. И вообще, существуют ли на такой случай какие-то памятки, которые я могу получить, ну, там, в родном городе или в родной республике, поехать с ней за границу и при форс-мажоре вот прямо ее открыть и, ну, действовать по инструкции. Логично. Хороший вопрос. Спасибо большое. Спасибо огромное. Лена.
Да, вопрос замечательный. На самом деле каждый турагент обязан выдавать памятку по действию в стране, куда он направляется. То есть памятка – это обязательный документ, который прикладывается к ваучеру, страховке и к билетикам. Там указано. В ваучере конкретно указаны все телефоны на случай форс-мажора, куда вы можете обратиться. Я понял. То есть в случае чего там есть и консульство, по-моему, и посольство. Кстати говоря, уважаемые друзья, на сайте Ростуризма регулярно появляется информация об угрозах для туристов. Вот эта страница на сайте Ростуризма. Посмотрите, пожалуйста, здесь все, что касается угроз безопасности. Вот есть угроза безопасности. Видите, перечислено там где-то там лихорадка Денге во Вьетнаме, там есть какая-то эпидемия, там болезни какие-то в Турции и так далее. Все перечислено. Откройте, не поленитесь эту страницу. Там написаны все предупреждения, в случае чего могут быть проблемы. А дальше решать уже вам. На самом деле это рекомендация. Двигаемся дальше. У нас следующий урок, назовем его «Эпидемия». Это следующий урок 2017 года лета. В начале августа из турецких отелей стали приходить страшные новости о заражении туристов вирусом Коксаки, и взрослых, и детей. Об этом через 25 секунд. У нас реклама. Это детали дня. Мы говорим об уроках летнего отдыха этого года. Итак, в начале августа заговорили чуть ли не об эпидемии в Турции. Перед вами, уважаемые друзья, фотографии со страшной сыпью. Все чаще вот эти фотографии появлялись в интернете. Пишут, что заболевание подхватили в Турции. Называется оно Коксаки, протекает очень тяжело. Высокая температура, диарея и ужасная сыпь буквально по всему телу. Видите вот эти фотографии? Естественно, эти фотографии стали распространяться в социальных сетях. А социальные сети сейчас это очень быстрое распространение информации. Легкая паника началась, фотографии стали играть свою роль. Но, кстати говоря, специалисты были спокойны, все, мол, как всегда. Елена, скажите, пожалуйста, вот в случае такой ситуации, это уже конкретная страховка, правильно я говорю? Да, это обычная медицинская страховка, которая прикладывается к каждому туру. Соответственно, в Турцию те туристы, которые уезжали, тоже получали эти медицинские страховки. Все очень просто. Она бесплатна. Когда приезжаешь в Турцию и случился вот этот вот неприятный момент, не дай бог ребенок заболел, любая болезнь, да, ты звонишь по тем телефонам, которые указаны в страховке, активируешь эту страховку, называешь тот самый длинный номер, который там указан. И, собственно говоря, и дальше начинается процесс лечения. Но, да. тем не менее, в этой ситуации, когда началась такая легкая паника, люди стали задумываться, не сдавать ли путевки, что делать дальше и так далее, и так далее. Коснулась ли, кстати говоря, инфекция туристов из Коми? А вот сейчас, вот прямо сейчас, и мы это и узнаем, на прямой видеосвязи с нами врач-инфекционист Татьяна Безуглая. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Слышите ли вы нас или видите? К сожалению, нет. Я думаю, что Татьяна Владимировна чуть позже будет. Скажите, пожалуйста, у нас были ситуации, когда люди у вас, в вашей организации, отказались категорически? Не поедем там Коксаки. Страшное слово «Коксаки» всех напугало, но по факту получилось так. Ни одного случая отказа в нашей фирме не было. И более того, я работаю очень давно, я, естественно, обратилась к своим коллегам и спросила у них тот же самый вопрос. К счастью, ни у кого таких проблем не возникло. Понятно. Ну вот мне подсказывает режиссер, что есть возможность сейчас поговорить по скайпу. Правильно говорю? Да. Будьте любезны. Да, Татьяна Владимировна, здравствуйте. Вы нас слышите? Да. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Татьяна Владимировна, первый главный вопрос. Есть ли факты заражения Коксаки нашими туристами? Несколько случаев обращения с детьми были, которые вернулись с отдыха, но это было легкое течение. То есть это Коксаки, но легкое? Не обязательно, что это было Коксаки. Вирус нужно идентифицировать. Это энтеровирус. То есть слухи вот о 5 зарегистрированных якобы случаях только в одной поликлинике Сыктывкар, это именно слухи, я правильно понимаю? 5 случаев, возможно, и было, но это не из Турции, а наши, это сезонная инфекция, которая есть и у нас в Сыктывкаре, и болеют, да, действительно, разные формы в виде ОРЗ, в виде кишечной инфекции. Татьяна Владимировна, я правильно понимаю, что это Коксаки может быть, в принципе, где-нибудь и в Ухте, и в Сеткыркище, и в Ильтыдоре? И даже в Воркуте. Да вы что, вот так вот. Вообще это обычное дело, правильно? Или есть тут необычные симптомы какие-то? Ну, я не знаю, там волосы дыбом встают, что-нибудь такое невероятное.
Нет, Как-то- волосы дыбом не встают, но, к сожалению, крайне редко, но тем не менее бывает форма в виде серозного менингита. Ага. Но это очень легкое течение, не то, о чем всегда страшно говорят, менингококковая инфекция. Нет, здесь как раз несколько дней головные боли, рвота, температура, ну и достаточно быстро поправляются пациенты. Понятно. Ну, такие симптомы у наших многих туристов появляются по другим причинам, мы знаем по каким. Татьяна Владимировна, в Турции сейчас отдыхают сотни наших земляков и поедут не меньше. До конца октября ведь будут чартеры в Анталию. Ваши советы, как уберечься? Ну, это естественно, и я давно об этом говорю. Гигиена, руки, вода только бутилированная, и пить, и чистить зубы. И, конечно, дети должны купаться в море, а не в бассейнах там, да, где в маленьких лягушатниках таких. Вот. Потому что выезжают все-таки к морю, значит, купаться нужно в море. И лечиться морем, как говорят, да? Да. В данном случае. Татьяна Владимировна, я благодарю вас за участие в нашей программе. Большое вам спасибо. Лена, скажите, пожалуйста, вам не кажется, что вся эта история с Коксаки напоминает такой хороший пиар-ход? Вот вы там, товарищ, не едете туда, там Коксаки какой-то, и название-то какое-то. Вот. А есть другие места отдыха, и называют наши там курорты для того, чтобы... Вот кто-то там это все организовал. Есть подозрения? Я вас понимаю, да. У меня абсолютно такое подозрение. Не будем конкретно конкретизировать. Не всё будем. это, да, не будем, да. Но пиар-ход был великолепный. Было очень красиво все подано, было очень страшно. И даже когда я смотрела это все по телевизору, то есть мне даже было страшно. Хотя, в принципе, понятно, что это не эпидемия. И вот доктор... Обычная болезнь, которая Обычная может быть. болезнь. Она была всегда на югах, теплая водичка, жаркое море и так далее. Я понимаю. У нас есть телефонный звонок? Будьте любезны, пожалуйста, у нас есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр из Сыктывкара. Да, Александр. Вот вы, Геннадий, постоянно употребляете выражение... Да-да-да, мы вас слушаем. Вы постоянно употребляете выражение турфирма. Невозможно понять, это о турагентстве идет речь или о туроператоре. Я имею в виду турфирму, которой вы приобрели путевку. А давайте мы с вами выясним у специалиста, в чем принципиальная разница еще раз. Спасибо, Александр. Прошу вас. Это очень простой вопрос. Существует туроператор, существует турагент. Туроператор – это та организация, которая формирует турпродукт целиком. То есть это билеты, это проживание, это все остальное. Да? А турагент продает уже готовый турпродукт за агентское вознаграждение. Все Вот и понятно. всё. Я думаю, Александру и всем понятно. Следующий урок у летнего отдыха этого года я бы назвал «Муки выбора», Елена. Где в этом году было туристов? Ну, казалось бы, в разгар бархатного сезона подводить итоги, конечно, еще рановато. Но эксперты Ассоциации туроператоров России уверены, на общую картину этого лета уже эти цифры не повлияют. Ну, вот я себе выписал топ направления внутреннего туризма. Это Сочи, Крым, Москва, Казань. С выездным все куда сложнее, но понятно, что лидер здесь Турция. Насколько я знаю, на 30% увеличение здесь, в общем-то, есть. Дальше у нас Греция, Кипр, Болгария, Испания, Италия, Черногория. Но надеются, что цены будут снижаться вот в этих всех странах. Там довольно высокие цены, но пока не оправдывается здесь никаких надежд. В общем, как говорят в Ассоциации туроператоров России, в принципе, обычный среднестатистический сезон. Вот послушайте, что говорит представитель туроператоров России Майя Ламидзе. Летний сезон в России, он каждый раз характеризуется какими-то новыми деталями, которые до сих пор, может, и присутствовали, но не в такой активной фазе. Чартерные рейсы задерживались практически всегда. Но то, как это происходило в этом году масштабно, в общем, такого давно не припомним. Да? Это особенность сезона. Теракты – это особенность последних нескольких лет. Да? Поэтому тоже такая реальность, к которой мы привыкаем. Стихийные бедствия, они тоже всегда были. Я бы сказала, что сезон не лучше и не хуже предыдущих. Сложности были, безусловно, но бизнес, мне кажется, обрел такую невероятную степень маневренности, что никаких охов, вздохов, боже мой, доколе, когда же это закончится, ничего этого нет. Есть проблемы, мы решаем. Люди отдыхают, и подавляющее большинство довольны и возвращаются домой.
В общем, муки выбора были как-то невелики, так скажем. Ну, во-первых, потому что открылась Турция и сразу на 30% туда, привычная Турция и так далее. Мы вышли перед нашей программой буквально на улице Сыктывкара, чтобы спросить, где отдыхали наши граждане и хорошо ли они там, где они отдыхали, отдохнули. Давайте посмотрим их ответы. Скажите, пожалуйста, а где и как вы этим летом отдыхали? Нигде. Мы нигде, а дочка ездила в деревню к бабушке. Очень хорошо, понравилось. Я в Сочи ездил, отдыхал. И все, больше нигде не был. Ну как вам Сочи понравилось? Да, очень хорошо. Мне понравилось. Нормально на огороде. Я здесь учусь, а в Пещеру домой ездила к родителям пообщаться просто. В Адлере отдыхали. С семьей хорошо, очень хорошо. Внука возили, гуляли. В Сочи, его в Сочи парк возили. Я в Абхазию ездила, там туда, на озеро Рица. И в саму Сочи, ну, хорошо, очень хорошо. И погода хорошая была, и море хорошее. В Сыктывкаре ребенок маленький, рано его еще везти куда-то. Я скромный человек, я пенсионер, я отдыхаю дома, в парке. Вот нам не попались на улицах почему-то любителей зарубежного отдыха, таких, конечно, много. А что, подтянулся по качеству российский юг? Вот хвалят, если коротко. Если коротко, в этом году российский юг не принял огромное количество туристов. Вот и все. Вот так. Насколько сейчас Крым изменился? Много отдыхающих в Крыму, действительно, людям нравится. Он меняется по качеству, по содержанию? Бесконечно мой любимый Крым. Медленными шагами потихонечку все движется к лучшему. Но очень медленно. Хотелось бы побыстрее. Понятно. Меньше стало жалоб на российские курорты? Вот по оценкам. После приезда вы же общаетесь с вашими клиентами? Да, туристы приезжают, говорят: Леночка, замечательно, отель очень хороший, но больше не поедем. Вот так. А почему? Потому что сравнивают мы с границей. Мы просто смотрим по цене. У нас есть сейчас Турция к великому Цена – сожалению. главный критерий в данном Абсолютно. случае. Если будет ниже, ну, собственно, и руководители Ростуризма тоже это все прекрасно понимают. Майя Ламидзе отметила сейчас, что был рост задержек чартерных рейсов. И в этом году это люди теряют и дни отдыха, и настроение. Но это еще один урок лета. И возникает много юридических вопросов. Там даже судебные тяжбы в связи с этим возможны. Мы связываем сейчас по телефону с Романом Сорокиным. Он юрист. И в его практике были дела, связанные с летним отдыхом. Мы связываемся с ним по телефону. Роман сейчас в Москве. Роман, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Да, слышу. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. В каких судебных тяжбах, связанных с летним отдыхом, вы участвовали и каков их исход, если коротко? Ну, коротко постараюсь. Значит, в нашей практике имели место случаи, вот, перечисленные вами, а именно оспаривание запрета выезда за границу. Также имел место предоставление туристу отеля более низкого класса, чем это предусмотрено договором. Также был случай, когда турист вообще не смог вылететь по причине аннулирования тура туроператором по причинам технического сбоя. И имел место отказ страховой компании в выплате страховых выплат, связанных с медицинским обеспечением туриста при получении медицинской помощи. Понятно. Если кратко, то, значит, что касается запрета выезда за границу. Если судебными приставами не допущено процессуальных нарушений при вынесении данного постановления, его практически невозможно оспорить и отменить. Понятно. Вот. И хочется сказать такой момент, что вот случай последний у нас был связан с тем, что турист, будучи незадолго до вылета, оплатив долги, прилетел в Москву, и при прохождении паспортного контроля его отказались выпустить за границу. Почему? Так. Потому что сказали, он показывает квитанции об оплате, но ему говорят, запрет не снят. По возвращении суда он обращается в нашу компанию за юридической консультацией. Мы объясняем ему, что оспаривать в данном случае действия пристава нету смысла. Потому что оперативное погашение долга, то есть за несколько дней до вылета, не имеет смысла, так как для снятия запрета необходимо минимум 2 недели. В нашем случае, о котором мы говорили сегодня в программе, человек оплатил за 2 месяца до вылета. За 2 месяца. А вот тут есть о чем поговорить, но надо опять же смотреть. Я еще раз говорю, если были допущены судебными приставами процессуальные нарушения, то это можно оспорить в судебном порядке именно уже действия службы судебных приставов. Насколько перспективны дела, связанные с летним отдыхом? Для того, чтобы они были перспективны для туриста, что необходимо, как необходимо юридически ему подстраховаться перед отдыхом, во время отдыха?
Что касаемо, если турист считает, что его права нарушены, во-первых, в соответствии с федеральным законом о туристской деятельности необходимо помнить, что претензию можно подать спустя только в течение 20 дней с момента прибытия на родину. Необходимо этот срок соблюсти. Понятно. Претензию в данном случае можно адресовать и турагентство, но в конечном итоге все равно будет ответственность несет туроператор. Спасибо. Спасибо, Роман. Будем надеяться, что нашим туристам будет комфортно и не нужно будет обращаться к юристам. Но, тем не менее, я, насколько понимаю, такая практика есть, и люди готовы защищать свои права. Спасибо вам за участие в нашей программе. У нас в студии была Елена Ряднова, она руководитель туристической фирмы. Елена, мы заканчиваем уроки лета 2017. Если назвать главный урок, коротко, какой он, по-вашему? Что это за урок? Я думаю, что к любой поездке надо готовиться. И это самое главное. Спасибо. Действительно так, юридически изучать документы, изучать страну, куда едешь, и тогда все, наверное, будет в порядке. Спасибо. И, уважаемые друзья, пусть уроки этого летнего отдыха станут теми граблями, на которые никто уже не наступит. Это были детали дня. Всего вам доброго.